2026 год в Абхазии объявлен годом села. Президент Бадыр Агунбе подчеркнул: село – опора национальной идентичности и хранитель традиций. Заявлены серьезные средства – 500 миллионов рублей на грантовую поддержку по 1 миллиону каждому селу. С чего системно начинать возрождение села? Что мешает вовлечению земель в оборот? Как сделать, чтобы деньги работали на создание рабочих мест? И что должно измениться, чтобы молодежь возвращалась в села? Об этом будем говорить с Хатуной Шатыпа, кандидатом экономических наук, доцентом АГУ, завотделом национальной экономики, Центра социально-экономических исследований, автором более 50 научных работ по аграрной экономике. Здравствуйте, Хатуна Какоевна. Да, добрый день. Итак, объявлен год села в этом году. Что сегодня, на ваш взгляд, является главным экономическим тормозом для развития села? Населения, уровня жизни населения в наших селах. С чего стоит системно начать, чтобы не ошибиться? Да, очень сложные вопросы. Мы сами все понимаем, насколько важно, да, для Абхазии развитие села, рост сельской занятости, возвращение молодежи. И абсолютно президент был прав, когда объявил это годом села. Но полгода же сейчас, вот если год будем только рассматривать, полгода мы уже прошли, и эти месяцы тоже быстро пройдут. Но пока вот для анализа, чтобы я с вами могла поделиться, да, таких нормативно-правовых каких-то документов пока, к сожалению, доступно. Может, они наверняка есть в каких-то структурах, в министерствах, ведомствах, но чтобы мы сейчас с вами конкретно обсуждали параметры каких-то документов, вот такого пока у нас нет. Но вы отметили очень важный компонент. В вашем вопросе прозвучало системно. Вот этот системный подход, это является основой для любой реформы, тем более вот в такой тяжелой сфере. И тут еще сейчас, вот когда подача информации идет, много очень терминологии, терминов поступает. Президент четко обозначил развитие села. Село – это очень глубокое понятие. Это села нет без людей. Понимаете, село – это в первую очередь люди, которые там живут. А сейчас начинают более чаще так звучит, что развитие сельских территорий. Ну, это такой вот идет термин. Сельские территории – это не совсем село. Во-первых, оно шире понятие. Во-вторых, сельскую территорию можно развивать и без сельчан, не дай бог. То есть у нас должно быть системное понятие, модель, какую мы хотим модель. Будущее наше село. И системно означает, что мы должны исходить из имеющихся наших ресурсов в этом селе. Вот в первую очередь людей. Люди же это самое главное богатство. Ну да, у меня тоже, кстати, формулировка сельские территории чуть-чуть. Нет, это применяется. Понимаете, на определенном этапе это людей, надо. Да? Конечно, обязательно это важно. Это ближе, знаете, к развитию инфраструктуры. Вот они более друг с другом согласуются. А вот село, это значит возродить. Мы что хотим? Чтобы сельский житель там остался, сельские села, наши дома, чтобы не закрывались, и молодежь, чтобы там оставалась. Если у нас такая задача, то только речь должна идти, на наш взгляд. И президент при встрече вот с нашим коллективом именно так это понимал, что программно нужно подойти, чтобы демографические, социальные показатели были лучше от реализации экономических проектов. Вот какую он тогда ставил задачу. Ну вот, кстати, на днях вице-президент Беслан Бигвава провел заседание оргкомитета, где говорилось, как раз вот об этих грантах, о 500 миллионов рублей и о том, что по миллиону выделено на каждое село для того, чтобы они там сами решали, какие у них первоочередные нужды. Вот как сделать, чтобы эти средства реально создавали какие-то, возможно, рабочие места, что-то сделали для людей, они просто, знаете, так осваивались?
Да, вот есть такой термин, осваивались. Действительно, ежегодно из бюджета направлялись мизерные. Мы раньше говорили, мизерные. Это было очень прям недопустимо. И считаем одной из проблем того, что в таком состоянии наше сельское хозяйство и село, вот мы их не отделяем, как раз заключалась в мизерном финансировании из бюджета. Менее 1% – это 100 миллионов, не выше 150. Сейчас, вы правильно отметили, именно на 26 год заложили и 500 миллионов рублей. Когда президент озвучил, что 1 миллион получит каждое село, у нас сразу возник, знаете, какой вопрос? Проблема. Что села Абхазии лишены собственного бюджета. Мы ушли от этой системы, централизовали финансы, и сельские депутаты, которые должны, в принципе, обсуждать, принимать, утверждать этот бюджет и, соответственно, их получать, вот этой возможности лишены. И в начале года проходил гражданский форум, наверняка вы знаете, организованный Общественной палатой, и там очень эта проблема была озвучена. И до этого мы неоднократно... Любой глава администрации села сегодня, он ограничен в своих действиях. Понимаете, когда за ним нету ни одного рубля, где бы они могли сами распорядиться. Поручение президента мы вначале так восприняли, что главы администрации получат этот 1 миллион. А почему бы и нет? Потому что главы администрации, они сегодня реально работают на земле, знают они свое село, знают каждого, знают все проблемы, которые есть. Но вот заседание, о котором вы говорили, и дополнительное объявление Минсельхоза, мы теперь так читаем, что, может, мы неправильно понимаем, что вот эти 100 миллионов условно, да, тоже теперь через Минсельхоз нужно подать заявки. И вот тут вот у нас немножко, почему опять через Минсельхоз, хотя Минсельхоз и так в своем распоряжении ежегодно имеет вот эти 100-150 миллионов, а сейчас, если 100 уберем, то 400 миллионов все равно остается в распоряжении. Почему мы так не доверяем главам, активам наших сел? Почему там же депутаты местные, здесь целый институт, вот почему? Может, то есть это опять пройдет мимо, как бы идет централизованно. Это будет не мимо, вот централизованно. Допустим, они будут распоряжаться именно здесь. Вот есть определенная власти, комиссия какая-то, наверное, и наверняка они говорят, что конкурсная комиссия есть, где отбирают. Но вот как вы думаете, глава администрации села Пакуаш-Река, они плохо знают, и в Минсельхозе, какую бы вы ни хотели комиссию создать, я очень уважительно отношусь ко всем экспертам, комиссиям. Но вот здесь все-таки фактор, вот, если это так произойдет, мы пока не понимаем, потому что изначально президента поручения немножко по-другому трактовали и были рады за села Абхазии, что они хоть, пусть это мало, кто-то говорит, да, очень мало. Слушайте, когда ничего нету, извините, 1 миллион тоже какие-то, может, какие-то социальные, дорожные, школьные, там же тоже свои проблемы очень специфические. Где-то нет общественного транспорта. Может, они это потратят на приобретение топлива, да, чтобы содержать, чтобы датировать, чтобы открыть общественный транспорт. Конечно, если это так, мы проблемы. понимаем друг друга, то, значит, все вопросы тогда к Министерству сельского хозяйства. Это действительно важный орган. Именно Минсельхоз определяет аграрную политику. И отобранные вот эти проекты, это же не первый год, не второй, не третий, пока еще не дают отдачу. И мы... Вот в этом вся загвоздка. Не потому, что сейчас нет финансирования, что нужной отдачи нет еще. Все равно статистика нам говорит, что численно занятых в отрасли всего 114 человек. Но если эти проекты просто, в каждом проекте минимум одна семья, один человек, даже одного, если мы возьмем, численно занятых мы должны уже увеличить. Или отчетность, вот где-то системно, вот опять система не срабатывает, где-то обрывается, и где-то эти данные не поступают почему-то в статистику.
к сожалению. Поэтому вот мы лишены вот этого базы, чтобы мы могли комментировать. Отдача – это что значит? Вы правильно сказали. Отдача – это вот создали 10 рабочих мест. Создали объект, который, значит, в будущем будет налоговую, допустим, базу составлять. Или, то есть эффекты мы должны видеть, правильно? Вот сегодня, к сожалению, информационно мы лишены. Да, мы слышим только отчеты. Вот отобрали сколько-то проектов, реализуются такие-то программы, направлены. Но тут тоже не будем в эфире, но тут тоже, зная наше общество и зная, что следующий год выборов, это такой нехороший праздник, скажем, это мягко, если сказать, то тут много возникает подводных вопросов. Полгода прошло, финансирования еще нет. Более того, вместо того, чтобы напрямую это селам передать, еще будут только принимать проекты. Когда их отберут, и финансирование, скорее всего, тут придет в ноябре или в декабре, и год уже закончился, и мы с вами тоже... На самом деле, да, уже поздновато. Да, для немножко. начала. Нет, может, они все это очень быстро, мы это надеемся, понимаете. Но не сказать, что отсутствует какая-то отсутствие согласованности, да, вот эта вертикаль управленческая немножко страдает в Абхазии. Не только при этом вот президенте. Вот президент дал поручение, помните вот эти поручения, которые обсуждали? Вот сейчас, когда наши дипломники пишут работы, вот они подняли, отчеты посмотрели, и получается, я, может, ошибаюсь, но треть из них не выполнена. То есть вот сроки прошли, они еще в работе пишут. То есть президент, если я назвал, да и наш, собственно, на нашем примере тоже могу с вами поделиться. В ноябре еще 2025 года президент на встрече с нашим Центром социально-экономических исследований во главе с Олегом Несторовичем, да, это очень важно, село – это фундамент, и он нам поручил разработать программу пилотную. Вот если вы считаете, у вас получится, два села возьмем. Один в Гудаутском районе, один в Очимчирском. И вот если ваш проект даст вот эти эффекты, о которых вы сейчас говорите, что их мы не видим, а ваш проект, мы, говорит, с большим удовольствием это профинансируем, а потом быстро экспортируем это и на другие села, и выйдет аграрная политика. Но это ноябрь, сегодня 2025 года разговор состоялся. Потом были поручения, да, которым он обязал с нами вести переговоры, заключить договор. Так вот, на сегодняшний день, это 8-й месяц, да, уже 8 месяцев, мы еще договоры, какие-то там буквы, цифры, слова какие-то там обсуждаем. Не самые важные причем. Там не идет речь о важных каких-то несогласованиях, да, мелочи. Но с такими темпами, что мы хотим сказать? Год села это не значит, конечно, что все программы должны прекращаться, и все в 2026 году, и что дальше не будет финансирования или поддержка села. Но если акцентированно мы сейчас имели бы на подходе, это же еще не факт, что мы сделаем самую лучшую программу, условно. У нас никогда нету таких амбиций. Но уже провели бы апробацию, уже можно было бы реально обсуждать. А что мешает? Вот эти оргвопросы, понимаете, вот все время они заняты, вот министерство, ведомство, у них своя вот эта текучая работа, текущая. И, наверное, я не могу судить. С нашей стороны задержка, вообще даже один день не было задержки. Если мы получаем документ, мы тут же обрабатываем и отправляем. Ездил в Очимчирский район, так получилось, не так давно, и вот вдоль дороги, такая она вот в одно из сел ведет дорога, стоят как бы вот, загороженная такая территория, начинается, типа пустыри, наверное, назовешь. Там папоротник с моего роста, понимаете, огромная территория. Папоротник – это хорошо, да, если не ольха. Действительно, там все пустует, даже человеческого жилья близко нет, хотя вроде бы где-то они там близко живут. 30 тысяч гектаров не обрабатывается.
Это еще что тоже мешает вовлечению удивительная этих цифра. земель в оборот? Как это связано с оттоком людей из сел? Почему у нас за какие-то территории там идет, скажем так, соперничество, а какие-то пустуют и очень давно уже? И действительно, земля там нормальная, плодородная. Такой важный вопрос, но он такой сложный, вообще земельный вопрос. Я, знаете, всегда мы с вами вспоминаем, кто абхазскую школу заканчивал, произведение Сейдых, помните, как он там ночь не спал, что сосед может передвинуть забор там чуть-чуть, помните там? То есть это у нас самый сложный, даже бывают и между близкими. Вообще земельный вопрос, он очень сложный. И нам так получилось, что за эти 30 лет вот эти пустыри даже, которые вы сказали, они все заняты. Если вы там сегодня... поля, вернее, не пустые, вот поля какие-то были. Если вы Видимо, сейчас там туда что-то росло, придете... кукуруза, наверное. Нет, наверное, чайные плантации чай, были, или кукуруза. Но если вы сейчас захотите там 0,25 гектаров и открыть, да, переработку или там приемную какую-то, сразу проблемы будут. Но это же не порядок. Вот как сделать, чтобы вот земли порядок... работали? Пусть они будут чьи-то, неважно, но они должны работать, приносить какой-то результат. Здесь важно и чьи, и чтобы они работали. То есть мы вот этот институт еще не создали, вот этого землепользования. У нас сейчас выявляются факты, когда в районах Абхазии люди взяли, знаете, какой объем? 100 гектаров. Вот не 1 гектар, не 20, а 100. Вот для Абхазии земля – это самый ценный ресурс, как и люди, да. 100 гектаров, вот когда изначально выделяют, значит, нету, наверное, в законе. Опять возвращаемся к нормативной базе. Нужно потихоньку восстанавливать нормативную базу. Сделали кадастровую палату, помните, с трудом, кадастр земли, 15 лет вот эта тема обсуждалась. В итоге вы видели, как мы сразу на проблемные, на противоречия, на конфликты вышли. Сейчас вроде работает палата, так получается, не слышно, не видно, но работает. Я так думаю, что они функционируют. Они там дорабатывают, у них в 27 году какие-то уже вопросы. будет только... Но штат набран, извините, они, скорее всего, работают и функционируют. Но они же столкнулись, мы опять возвращаемся, мы можем какую хотите вещь написать, если это нету апробации, если это народ не принимает, а чтобы мы это приняли, забрать землю обратно, это большая проблема. Не было на практике, вот мы спрашивали у глав администрации, на практике, говорят, еще не было, чтобы кто-то, какая-то сила смогла вернуть землю назад. Потому что тут сразу, знаете, родоплеменные связи встанут, тут... человек, может, воевал, вы знаете, значит, потом оказался в сложной ситуации. Вообще к этой теме, чтобы закруглить, нужно подходить именно на депутатском уровне. То есть законодательно. И потом не сразу там закон написать, и утром мы узнаем что-то. Речь идет подготовительную большую работу провести. И по каждому селу собрания, общественность, СМИ, что если мы хотим развития, земля должна приносить, она должна, работать в прямом смысле. И как она будет работать, в каких размерах условно, кому сколько можно, в аренду взять, на какие сроки. Можно же проверять. Это точно так же, как кредитную линию. Нельзя же сразу 100 миллионов отдать индивидуальному предпринимателю. Открывается линия, отдается, скажем, 2 миллиона. Человек сделал работу. Дальше, значит, точно так же по земле. Нельзя землю занимать 100 гектаров, и там, как вы говорите, бурьян, это мягко сказано. У нас есть такие заброшенные места. Бурьян, это у нас даже в Сухуме здесь. Рядом со мной был бурьян 30 лет, и мы сейчас очень рады, что купили и чистят. В Сухуме, в городе Сухум имеет это место. Вы в своих работах писали, что за последние 10 лет рождаемость в селах сократилась вдвое. Вы подтверждали это определение своими исследованиями. Что здесь первично? Экономический упадок или изменение, может быть, ценностей, престижа сельского образа жизни? Такой момент вообще присутствует?
Все, Или что чисто касается экономика? демографии, нет, нельзя сказать, что это экономика только. Здесь комплекс. Тут и ценности, о которых вы говорите, тут социальные факторы, тут возможность работать и зарабатывать. Вот наши исследования что показывают? Что провели дорога идеальная, школа есть, преподаватели есть в этой деревне. Вот а детей не было. Мало было. Когда мы были, было их 11. Столько преподавателей, столько детишек. И вот мы интересовались. Вот есть же у вас какая хорошая дорога, какая красота. Вообще можете... Это это какое вообще село. И вот что нам ответили. Нет работы. Да, это все красиво, это все хорошо. Мы животноводством в основном там занимаются. Да, там можно 3-4 года вырастить, да, продать и все. А детям надо, знаете, развитие они хотят для детишек, дополнительные кружки, и ходить надо, бытовую химию купить надо. То есть, извините, мы же не все дома выращиваем. То есть, возвращаясь опять к селу, если село невозможно без сельского хозяйства. Если молодые люди имели бы работу достойную, которая не просто прийти голубику собрать у моего инвестора или того же соседа помочь. Это немножко молодые люди на это не согласятся, понимаете? Мы не можем такую модель диктовать, тогда люди оттуда будут уходить. Человек получил высшее образование, агроном. Но если у нас будут реформы соответствующие, да, если там сельское хозяйство, сельскохозяйственные предприятия появятся, тогда обязательно агроном будет востребован. Ну, с чего начать? С чего начать? Какие просто я уважаю журналистов, очень уважаю за то, что ставят вот эти вопросы. Вот у всех есть статус. Вот вы сегодня журналист, я преподаватель, брат и так далее, директор. У всех есть. В экономике тоже. С этого надо начинать. Если мы хотим хозяйственную деятельность на селе организовать, сельский житель, сегодня он просто сельский житель, он избиратель бедный, он там в списке значится, и все. Гражданин Абхазии, паспорт у него. Но в экономике не его паспорт работает. Мы же понимаем с вами, у него должен быть статус, документ, расчетный счет, выбор. А что статус, что означает? Личное подсобное хозяйство. Государство должно инициировать и предложить им 3 варианта минимум. Личные подсобные хозяйства, пожалуйста, оформляйтесь. Тогда у вас границы будут такие, ваших владений. Помощь будет, скажем, 50 тысяч. Я имею в виду на это купить инструменты, минеральные удобрения. Есть второй путь. Фермерские хозяйства, пожалуйста, если вы законодательно это все, то есть оформляетесь, мы поможем. Тогда помощь будет вот такая-то. Но самая лучшая мировая практика, что нам показывает? Вот эти штучные, точечные проекты и семьи, у них высокие издержки при реализации, при производстве возникают проблемы, они не конкурентоспособны. Поэтому есть кооперация. Это сельскохозяйственные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные производственные кооперативы. То есть мы должны сельским жителям, наша программа, если мы приступим, то мы будем исходить только из того, что именно для сельских жителей, у которых сегодня нету статуса в организации производства, им предложить несколько вариантов. Пилотным проектом. И кооперация поддержать со стороны государства и закупками. То есть, извините, там уже нужен экономист, бухгалтер условно. Там не все могут, но молодые зато будут задействованы. Если закуп будет... кстати, и закупочные кооперативы бывают, и и кредитные, и снабженческие. То есть, эта кооперация... Кто-то говорит, колхоз напоминает. Вы знаете, можно и колхозом назвать вообще, но они очень разные по схеме. Даже потребительский кооператив отличается от производства. Но эта тема, конечно, она большая, но мы исходим из того, что нужно обязательно перевести их всех и оформить, то есть законодательно, легитимно создать товаропроизводителей. И у каждому статус. Не просто сельский житель. Это, конечно, сложно, наверное, но я надеюсь, еще раз, если эта программа продолжится, у нас почти
наработки готовые. Именно вот такой подход будем закладывать в нашей программе. Это очень интересная программа. Хотим, чтобы она поскорее уже была написана и внедрена. Спасибо вам большое за интервью. О многом мы еще не успели поговорить, к сожалению. Надеюсь, продолжим разговор о том, с чего системно нужно начинать возрождение села и что должно измениться, чтобы молодежь возвращалась в села. Мы говорили с Хатуной Шатыпа, кандидатом экономических наук, зав. Отделом национальной экономики Центра социально-экономических исследований. Спасибо большое. До свидания.